эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Добровольцам второй группы ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Как они себя чувствуют и можно ли уже говорить об эффективности вакцины? Соблюдают ли водители общественного транспорта и маршрутных такси меры безопасности по коронавирусу? Комиссия Минтранса региона проводит проверки. Коалы вернулись в дикую природу после пожара в Австралии. Трогательные кадры в этом выпуске. 20 добровольцам второй группы ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Участники эксперимента находятся в филиале главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Отмечается, что чувствуют они себя хорошо и находятся под непрерывным наблюдением медиков. По словам начальника медучреждения Евгения Крюкова, второй компонент введен на 21-е сутки после вакцинации первым компонентом. Двукратное введение одного и того же гена на разных носителях закрепляет иммунитет и увеличивает его продолжительность. Он также отметил, что окончательно оценить эффективность и специфичность выработки иммунного ответа можно будет по результатам анализов. Однако имеющиеся на сегодняшний день данные весьма оптимистичны. Также сообщается, что первая группа из 18 добровольцев заканчивает свое участие в клинических исследованиях через 2 дня. Полученные данные лабораторных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины. Сегодня был введен второй компонент вакцины. Все прошло благополучно, быстро, без осложнений. Чувствую себя хорошо. Вышли на финишную прямую, через недельку домой. Сегодня на 21-е сутки после первой вакцинации 20 добровольцам, находящимся в госпитале имени Бурденко, введен второй компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. Бустерный вариант введения предполагает закрепление иммунитета и увеличение его продолжительности. Эффективность и специфичность выработки иммунного ответа будут окончательно оценены по результатам анализов. Имеющиеся на сегодняшний день данные весьма оптимистичны. Первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, заканчивают свое участие в клинических исследованиях через 2 дня. На данный момент состояние их здоровья хорошее. Полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины. Между тем, пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Якутске остается напряженной, об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова сегодня в ходе брифинга по эпидситуации в республике. В столице региона зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19, плюс 29 заболевших по районам республики. 17 в Алданском, по 5 в Мирнинском и Нюрнбергском, 2 в Хангаласском. 1 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. За минувшие сутки было сделано свыше 2000 тестов. Как сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова, стационары соцобслуживания продолжат работать в режиме изоляции до сентября. Сегодня в таком формате работают 47 учреждений региона. Наши сотрудники остались со своими подопечными и осуществляют круглосуточную работу в смене, которая у нас составляет не менее 14 дней. А если говорить о домах-интернатах и о интернатах для психоневрологических больных, такая смена составляет не менее 28 дней. И хотелось бы отметить, что в Якутии такие решения приняты, в общем-то, в числе первых регионов мы приняли такие решения. И, соответственно, такой режим продолжается, как мы предполагаем, и в ближайшее время до сентября. Соответственно, сегодня в закрытом режиме работает у нас 47 учреждений и обеспечиваются все необходимые меры для того, чтобы минимизировать риски распространения инфекции, учитывая, что проживающие наши относятся к группе риска. Тем не менее, в Томодском психоневрологическом интернате выявлены случаи заболевания COVID-19. Сейчас выявляются причины заноса инфекции. В России изменились правила заселения в санатории. Теперь у туристов должна быть справка об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями, выданная за 3 дня до отъезда. Соответствующие изменения в приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Выдать такое заявление может эпидемиолог, терапевт или педиатр. Ранее же санатории должны были требовать такую же справку, но выданную за 14 дней до отъезда. Комиссия Минтранса региона проводит проверки общественного транспорта и маршрутных такси на соблюдение мер безопасности, связанных с коронавирусом. В рейд отправился и мой коллега Дмитрий Тымыров. Он выходит на прямую связь со студией. Дмитрий, добрый день. Расскажи, какие требования комиссия предъявляет к водителям? Анастасия, здравствуй. Сейчас мы с комиссией находимся у автовокзала города Якутска. Здесь рабочая комиссия во главе с представителями мэрии, также Минтранса, транспортной полиции, ГИБДД проверяет общественные межмуниципальные такси на факт соблюдения мер безопасности против распространения COVID-19. Ну а давайте сейчас вживую посмотрим, сами увидим и услышим, что прошло и какие документы они здесь у них проверяют. Ну, как мы видим, они требуют, чтобы водитель показал водительские документы, также соблюдение мер безопасности, а также они требуют, чтобы водитель им показал все средства индивидуальной защиты, в том числе и средства дезинфекции посадочных мест. Ну, а давайте сейчас дальше пройдем. Мы спросим непосредственно у самих пассажиров. Пару слов защиты и соблюдаются ли все меры безопасности? Ну, у них всегда маски бывают. Да. Ага. А уж что, кроме этого еще что? Ну, то, что дезинфекция, Такого посадочных нет, и так далее. они не дают. Хорошо, спасибо. Ну а более подробно сейчас нам о самом рейде расскажет ведущий специалист Минтранса. Еще раз здравствуйте. Расскажите, на предмет чего вы проверяете сегодня? Во-первых, сегодня совместный рейдовый осмотр с такими ведомствами, как ГИБДД города Якутска, административная комиссия города Якутска, мы, Министерство транспорта и Северо-Восточная МУГАДАН, да, это по линии автобусов. Ну, сегодняшний рейд приурочен соблюдение временных рекомендаций по работе предприятий автомобильного транспорта, а также индивидуальных предпринимателей, в особенности именно, опять же, нераспространению, да, новой коронавирусной инфекции, то есть соблюдение масочного режима, дистанции, опять же, значит, у товарища водителя произведена должна быть дезинфекция салона, да, спиртосодержащей продукции. К сожалению, связь с нашим корреспондентом прервалась. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. К этой теме мы обязательно вернемся в следующих выпусках новостей. Мы продолжаем. Пройти курсы повышения квалификации, обучения и переобучения в этом году смогут около 2300 безработных и незанятых якутян. Эти меры поддержки входят в госпрограмму содействия занятости населения региона на период до 2024 года. Центр занятости региона уже заключил более 110 контрактов на обучение граждан по 91 профессии. Из-за пандемии занятия и курсы повышения квалификации проходят в онлайн-режиме. Как отметили в Центре занятости, сейчас все заявки поступают в электронной форме на сайте ведомства практически со всех уголков республики. На сегодняшний день обучение проходит более 900 человек. Надо подчеркнуть, что 60% профессий у нас отнесены именно по техническим специальностям. Сейчас вы посмотрели профресурс предприятия. Тут обучают граждан для трудоустройства на промышленные предприятия. Помимо этого, в эти дни мы проводим обучение по госконтракту с Жатайским техникумом. Там у нас обучаются сварщики, монтеры, крановщики. И на днях еще должны начать обучение совместно с Арктическим государственным агротехнологическим университетом. Там мы должны обучить поваров на специальности повар, кондитер, швея, слесарь КПА и тракторист.
Акция «Скажем мошеннику нет» стартовала в Якутске. Ее проводят правоохранительные органы и сотрудники управ столицы. Цель этой акции – предупреждение и минимизация последствий телефонного и интернет-мошенничества. Мероприятия будут проходить по всем округам столицы до 24 июля. Например, сегодня в строительном округе организаторы провели разъяснительную работу с местными жителями и раздали брошюры. Они еще раз напоминают нам о том, что нельзя сообщать реквизиты своей банковской карты, пин-коды посторонним лицам, не покупать товары в непроверенных интернет-магазинах. Ну, на территории, например, 4-го отдела за полугодие мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий совершено 116 преступлений на территории 4-го отдела. Ну, соответственно, по статистике, если взять, там примерно ущерб составляет более 3 миллионов, которые граждане понесли. Прошу заметить, это только на территории 4-го отдела полиции. Сегодня мы постараемся граждан предупредить, чтобы они не попались на эти мошенничества. Администрация Ленска приступила к вырубке и санитарной обрезке тополей. Эти работы необходимо выполнять ежегодно, так как оставлять старые деревья в городе небезопасно. Деревья, пораженные гнилью, могут стать причиной трагедии. Падая под напором ветра, они причиняют ущерб здоровью людей и их имуществу, а также нередко становятся причиной смерти. Всего вырубке в этом году подвергнутся около 30 тополей и кустарников, которые мешают обзору при выезде на перекрестки дорог. Народному артисту России и Якутии Ивану Степанову исполнилось 75 лет. Легендарный оперный исполнитель родился 14 июля 1945 года в селе Майя Мегино-Кангаласского района. В 1967-м окончил Якутское художественное училище, работал художником-оформителем в Якутском музыкально-драматическом театре. С 1967 года учился в Уральской консерватории в Свердловске. С 1973 года ведущий солист оперы Якутского театра оперы и балета. В 1994 году Иван Степанов исполнил роль Бориса Годунова в театре оперы и балета в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Якутске. Этот спектакль был признан спектаклем года по мнению экспертного совета музыкального обозрения. С юбилеем Ивана Степанова поздравил министр культуры и духовного развития региона Юрий Куприянов. Дорогой Иван Прокопьевич, поздравляю вас с днем рождения, с большим днем рождения, юбилейным. Хочу пожелать хорошего настроения, здоровья. Нам всем не хватает близкого общения, встреч. А встречи с вами только аплодисментов. Величие вашего таланта признано во всем мире, сделало бренд для нашей республики. Постановление правительства России о создании природного заповедника Медвежьи острова вступают в силу сегодня. Согласно документу, объект создается на территории Нижнеколымского района. Заповедник будет относиться к ведению Минприроды России и составит свыше 800 тысяч гектаров. Заповедник охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индыгиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Его создание позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц и среду их обитания. 5 коал были возвращены в естественную среду обитания после того, как они были эвакуированы во время бушующих лесных пожаров. На кадрах видно, как животные, которых назвали Джет, Скали, Билла, Гулу и Йеллоу, выходят из переносок и сразу же направляются к эвкалиптовым и другим деревьям. Все 5 коал находились под наблюдением Национального университета Австралии после того, как 22% парка диких животных было уничтожено лесными пожарами. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.